А мы не будем сегодня начинать старую песню о главном, что, мол, родные языки – это душа народа, что это его сущность, это его жизнь, его генетический код. Мы будем говорить современным, прагматичным и практичным языком. И то, что вы увидите и услышите сегодня, возможно, изменит ваше отношение к языку как средству коммуникации, сила которого заключается не только в исторической памяти. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Любовь к родному языку здесь прививают практически с пеленок, и это отнюдь не образное выражение. Этот частный детский сад в центре Казани был открыт 5 лет тому назад. В отличие от государственных учреждений, детей сюда принимают с самого раннего возраста, но только с одним условием, что маленький человек свои первые шаги в большой мир будет делать вместе со своей мамой. Вместе играть, вместе познавать все новое и, главное, вместе изучать свой родной язык. В детстве я сама разговаривала на татарском, но, к сожалению, это все... Язык был потерян, Язык был потерян в связи с тем, что мало общались мы. А планирую, чтобы сын разговаривал на татарском языке. Для меня это очень важно. Не знать свой родной язык любому человеку должно быть стыдно. How many? 2. Go. 1, 2. What is it? Go back to start. 1, 2, 3. Этот центр практикует полилингвальное направление воспитания, то есть занятия проходят на нескольких языках. Главное отличие от традиционной системы – это полное языковое погружение. Если это урок английского, то учитель говорит только на английском. Если татарского, то общение ведется исключительно на татарском языке. По словам воспитателей, многоязычие открывает перед ребенком большие возможности, которые связаны не только с развитием и пополнением его лексического запаса. Дети, свободно владеющие несколькими языками, быстрее усваивают информацию, и каждый новый язык изучать им получается намного проще. Окошки. С каждым годом детей, знающих татарский язык, становится все меньше. В наших группах только треть детей владеют родным языком. Поэтому нам пришлось изменить даже свою программу обучения и воспитания. Мы приняли решение в младших группах начинать работу не с английского языка, а 2-3-летних детей вначале научить говорить по-татарски. Вопросы, связанные с билингвизмом в мире, начали изучаться еще с конца 17 века. Но большой научный прорыв в этой области человечество сделало в 60-е годы прошлого столетия, когда ученые могли уже опираться на существенную доказательную базу, связанную с проведением многочисленных научных изысканий. То, что билингвизм оказывает положительное влияние на мозг, по словам ученых, это очевидный факт. Как известно, умственное развитие человека зависит от того, какое количество связей создает головной мозг. Так вот, у билингвов этих нейронных связей намного больше, чем у людей, которые знают один язык. Мозгу все равно, какой язык, его величина, его носители, статусность, его распространение ему не важны. Все до гениальности просто. Для него это ежедневная зарядка. Скажем так, правильное питание, здоровый образ жизни. Билингвизм улучшает память, концентрацию внимания, развивает мышление, логику, воображение. Более того, знание нескольких языков тренирует мозг и продлевает его молодость. Билингвизм – это самый лучший подарок, который могут сделать родители своим детям. Многие профессора, которые занимаются вопросами билингвизма, выступая на конференциях, приводят факты, цифры, во сколько миллионов, миллиардов евро или долларов обходится государству борьба с болезнью Альцгеймера. И говорят, что билингвизм – это бесплатное средство именно в этой борьбе. Профилактика. Да, профилактика. Айгуль Ханова – научный сотрудник Центра языка и мозга Высшей школы экономики, сегодня одного из самых престижных вузов мира. Сама знает несколько языков, в том числе свободно владеет и родным татарским. По ее словам, их центр сегодня серьезно занимается проблематикой многоязычия. Ученые теперь уже пытаются определить взаимосвязь между многоязычием и возрастом человека.
человека. Многочисленные исследования подтверждают, что учить язык с раннего детства проще, мозг более пластичен и лучше поддается изменениям. Увеличение серого вещества мозга находится в тесном отношении с уровнем выученного языка и с его использованием. Здесь именно переключение с языка на язык не требует каких-то дополнительных усилий, дополнительного времени, но именно требует мотивации человека, потому что иногда кому-то просто лень, иногда кто-то считает, что можно обойтись и без второго языка. Айгуль, скажите, а как работает именно мозг человека, который знает несколько языков? Ну, он работает, конечно, намного быстрее. То есть именно концентрация внимания, реакции, они в этих тестах показывают именно высокие результаты. Сегодня в мире более 70% людей знают 2 или более языка. Билингвизм – это уже природная закономерность, общественная норма. Когда говорят «человек мира», это отнюдь не монолингв, знающий один большой язык по количеству носителей, такой как русский, английский или китайский. Человек мира знает несколько языков и может действительно этим гордиться. Татары, башкиры, чуваши, марийцы, удмурты – многие народы России, можно сказать, что с рождения одарены этими способностями и имеют все возможности для изучения. Ведь мы живем в многоязычном, мультикультурном обществе, знаем русский язык, свои родные языки, еще и изучаем иностранные. В системе школы, школьного образования у нас уже эта работа ведется, она уже есть. Есть программы, есть методики, технологии. То есть самое главное, я считаю, что вот краеугольный камень все-таки это мотивационные вещи, мотивационный позыв. Потому что вот для меня было небольшим удивлением, что лаборатория, одна из лабораторий Центра языка и мозга открыта на базе Адыгейского государственного университета. Причем коллеги из Адыгеи откровенно говорят, что они не могут пока похвастаться тем уровнем, который есть в Республике Татарстан. То есть это и количество носителей языка, и это вопросы преподавания в школе, это национальные школы. То есть там немножко посложнее, однако они понимают, что будущее у них как раз-таки вот за этим мотивационным фактором через нейропсихолингвистику. То, что язык – это душа народа, неоспоримый факт, как и то, что родные языки – это еще и подарок эволюции. Это наследие, которое было нам передано нашими предками. Удивительно, откуда только нашему народу было знать, что в выражении «татарщада йохшебель», «русщада йохшебель» и «киседа безнынущен инкирекле зотлетель» скрыт глубокий научный подтекст. И тут все зависит от учителя, который влюбленный в свой язык, может быть, это татарский, может быть, русский и так далее. Надо любить язык. Вот сейчас говорят, любить детей. Нет, уважать детство надо. Любить всех сложно. Но вот язык, да, действительно, надо любить свой язык, так как ты любишь самого близкого тебе человека, и эту любовь передавать другим. Вот. А как? Каким способом? Ну, как и у любящих людей, у каждого свой способ, свою любовь доказать близкому человеку. Ильдира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней.